Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахматов, и вот что будет в нашем выпуске. Демонстрация боевых навыков. На Центроевском полигоне прошли соревнования, приуроченные ко Дню Конституции Чечни. Высококвалифицированная помощь в области психосоматики. Сегодня очень много детей, подростков, взрослых, которые нуждаются в высокоспециализированной психоневрологической помощи. В Грозном открылась новая клиника. WFCA 35. Бойцы клуба «Ахмат» готовятся к турниру по смешанным единоборствам, который пройдет в Казахстане. Рамзан Кадыров встретился с правоохранителями региона. Встреча была на Центроевском полигоне, где прошли соревнования по стрельбе из оружия разных калибров. Их приурочили ко дню принятия Конституции Чечни. 14 лет назад жители региона сделали единогласный выбор, единственно верный. Подробнее Зураб Центроев. Правоохранители и бойцы Нацгвардии в полной готовности. Но вступать в бой никто не собирается. Канун Дня Конституции – еще один повод, чтобы собраться и продемонстрировать свою силу. В мирное время их деятельность не всегда заметна, и этому есть объяснение. Именно благодаря работе силовиков предотвращены десятки терактов и других тяжких преступлений. Глава Чечни общается с бойцами, как всегда, в свойственной ему простой манере и заодно проверяет готовность ребят. На построение не только сами бойцы, но и внушительный ряд боевой техники. Одну из машин глава республики осмотрел изнутри. Такой солидный сбор – идеальная возможность для соревнований. Так и решили. Выявить лучшего предстоит в стрельбе. Стрелять нужно не только точно и быстро, но и из самых неудобных позиций – из темного помещения, с улицы и из-за укрытий. Свою подготовку в стрельбе из разного калибра не отказался продемонстрировать и Рамзан Кадыров. Несколько выстрелов, и вражеская мишень повержена. Одна из самых важных дат в истории современной Чечни – 23 марта. Завтра исполняется 14 лет с того дня, как чеченский народ определился со своим будущим. Тогда, в 2003-м, решение принимали сами жители, говорит Кадыров. И сегодня стало понятно, что это был осознанный и правильный выбор. Тедошдол дедона, хония яха, уй тулам бэхан дедухдон. 23 март, хундачи, уй оманц адона, харжан ба, хаттан шун хула ал. Дизен умадоча, да имана дона, уй хам дона, шех баух, лат дош алч, мах дош халк деш дон, уй даг дош, шит амалах. Шадерги дона, уй оман дона, تعبخ بوش باسبورت دوتش ويدول ديلا دانا شادرجي دانا وانت عشان لو اقدر حدا احنا خوي دانا تاتسايد شوالشي ام بيحكم وقت بيحكم بيت بوش نا يازدش دولهمش او دانا هر ناح دانا عشان بوقت بالبو هرش يت بو هرش عبران بوش حبران بو بوش دوش يازدش همش خلق دانا as da eba all دانا ويك دوخ كلو بوش ملو ويسكتش ملو دانا ديت شو على خلدل دينو هو جويت عن الشي ويخلق ودانا شش خارجن بين شين هر بقون شوش هر دان زك ونش دوش هون يعداغ لا شين ال ويقوم خارجن بين ديدو يدان ها دلحت اخوي ناخ دانه بوش دول شانت احتوش بوش دان دين ناق اوما ديل ماستر جو اول اسخيان توان بره اسخيان نحكي دا بن اربع خير ديك غدغن شرع دانه تعمل ان جاك قدم ارادل قال وقع وكنستوتسي دان يغوت هو نيت اعدانه ويدان احلوكش بدكش ديل دع غازوت نيت اخلال يغوت ويقوم بالقل داكش وين دعل امش بيش بلبل شيء ديدان وهيجيش دانه شي بيش دان هو نيت اخلال ارخ بوش وقلش اودان براي غير وخه شون ايتا شيتا شي فاميل عم يل بل شارع دانه
هاك هر يرق شين ويشل مارشو دين مارشو قومن مارشو هر يرق شش ليوشل برغتو بوش يغوت ديها سيها بوش بوشارات تسخل أراد المسارة دانا وأعمد عشبولين بوش بولنيا ودقويش بولدانيا هر ديل نيقلر دانا هر وقومن قطعة ويوش ولا يوش هوت يقحي غير ديل دان دين ديشلر دينلر ديشلر قوم بقومسلر ديشلر دانا بيلغل داكش دي ان دو كانل دي تندل دانا تغن وي يهودا جيبتن جيرش هوند ليل دوي يو تكنيكا هوند يوتوي دانا يو تمن هوند كاتشلوي دير كاتشلو وي تياتل كنسيتوسلر يرام وي زكونش لردر هام وي قوم بقومسلر يرام شو تخلش تعا وخيريات دانا وي قوم دانا داخل ايكونوميك يقدر وقد عيلوش دانا احش دو داس دانا ايكونوميك بو مشكلات داك سالنا دانا نبرجون نستخدم دانا وي دانا تعا ودعور ياسلان تند شو خلر بعندش بيزا باس نستخدم شين لوش ليلو شاشيك دوت دومش بش دانا ايش صوت سابيش وي قوم وي دان بارتولر يش وي داخا وي نيس نو دعيوقيش اغلا دار وقي اتو بالبودان كودان كنسيتوتي تياتس دانا قرآن بيا كنسيتوتيات هو بوصل تغن دان قرآن دي كنسيتوتي Коран это превыше всего для мусульман. Об этом говорим, да, когда. Вот именно, да, Коран бухбош ардл мадуэ. Пайгамбар десамар суннат бухбош ардл мадуэ, да. Вот он бух, вот дахар нет, да, вот ханс буш, Коран син буш, вот это сон. حيوك دان سنة متى الدنيا دانا أكنسل أي تير دانا ويدان أوران خير دورشي لبايا مرسون ده دان خير نأبرت ويدانا أكنسل تيمود يتسا يقول عن لرد العام. Однако, что бы ни происходило на самом деле, есть люди, которые предпочитают создавать альтернативную реальность, искажая факты и распространяя ложь о событиях, происходящих в Чеченской Республике. Рамзан Кадыров напоминает, каждый военный, сотрудник полиции, гражданский, все ответственны за будущее народа. Мир, который достигнут жизнями тысяч чеченских ребят, не должен подвергаться угрозе. طبعا هذا هون تدوش وصب أحدنا إيش كيره تع دايوش شوش بوسب شرع بتش حق قلت شيء نعدانه حباخش دا جنرال نكسن دان 2% نركب مع استغلال تزودي دان شيلوش كي بقول بالاستغلال تغن دان وين قاشنو قد بدت إيش كيره يولش على السنتر يولكر لاتش مسخ دوش يولكر لاتش بس يولش على لاتش يولكر تستان انتغنوا ها اش يول كام دو دان واسمه مارت برازديك دان اذا دان واسمه مارت دودر دي هور دودر دان دي او بيش حنانيات حيشيات عاد حيوحيات حد يوزل خدان حوسم نانيات دان عداء اللي شي عميدو عداء اللي شي دان ها ديك دان نخشي شو دان بيخم شون ديالين اش دان دودر دان وسوبرديش نخشي شو دان وقلت بوصل دين ليلو ديز بوش دفويدو رسي مينيسترو دار ابرز حقيقينا خجاب ليلو مقداس يوق ليلو مقداس وي حبالي شير او الدور شايق خجاب ليلو مقداس بوشل دان ويلش وي تسان تسرق قال خجاب دان سراش نايات اسبرتنيك وات كيميكات زي وات يصير دوخر دو بوصل دوخر دو خزادو قال عبالغ وي شابشعه او الدور عقيتو ريات سار شيك تساليش دان شمرك يلو دي حقوش تعما دوتش اللي تقدر تحكوا دون شان انا ولا دون ديل ده باقي الشل ولا وشو تقعد تشو اخو دون وين هو ده دوش عام خو صار مو خو دنيا نعمل اسم ده حيالج نكسن صار وين ديش دوش وين دق دينا دوش ده وين صار مثلا بريدلج داك وبيحكي ده دستان وين دون طان بيتاب احتوى حضانه حز تعمت تاع ساعه على الرزان اتشيت يوغ بيش ديل نعطل توبنا ده هو بحكي دونه نركبان يرجعين دام يلدرهم دين بيزن باقن دان لش حوالي الملك نخش جواد دان ويجولك شو ويخ مص ويغوت اتلي دان يخشاش جاي دعيانه زي جيل داس كده جاي دعيانه دان شي ناقص لازين شخشين بل ناقص عدا بده بود دعبانه ينسي وين دان مو داخ ديز عامش دي اوروبا واخر غازت دو تقعد دان زكونش دان وين تقعد وين ريز خردوش دان اتسقع تسيرنا لوجيوش عشبوش ناخ دانا ويدان رسي بتحق عذير شنو وي شادك قام دانا ويدان جوز اوردو شاش دان تيجي عاد 10 فيغ شو باخد دان شاش يلص من والله بالله ترى ديل قويس يقدر كان دان يمتنا هو ما شاديش قام يجوب تلديش دق احمد حشبول بولنيا دان سان متى قرانت
سنت دان قل نتلك الدحل أغور دان نفس بلح تك ويبيحكي نقطة استان أحمد عش كنسة تيجي دحر دان شاريز خيرو ريسبل الغزلاتية شيقومي وريفل يندمين خاطو تدلح شيقوم هو بو حوصل دلح هرا دان على قلب الأربل تران أيه بلشان أمن استخير يلا استخير بونت شيء أقول حال أعمل عشان كنسيتوتي ويتأيوت تري يلا ريس تغلى حدير دواء نكسر شيقوم ودانا ريفريندوم واحد ورسين دحل خلديز با أقول حال دحل خلك شا وقتانا نكسر أعمل عشان قبل الدين واسع ده الدنيا آخر ضيق أزول ذكر صار أقول عندي إيش ده رمزان ستوام يوش بس باخر هربا كنسيتوتي تأيت دان أصبح القرآن زابر شيء مجش دموت دقدو صلتك دان ده لرويل سعر دان إذا ابن دانه وين هو أدوت حو دوال نخش عزيم هو ريجيون عواق دان حو رسي باش على حقل الولايات حو ده ستوب بيسات مليون أدم دوش يادر ندير جوايا شول دان رسي باش على قاعدان حي قصد داس خلر دان ولايات حو نخش شو دان تعا دان يا ما يوش عشر موع دان وين نفط دو وين نفط دان وين لو بس حنا برو حياقتي اتنفط وين إيش يأخذ دعسي على تان دانه أو بس حلقة ديش خلر بعد شهور دين عملية شكول شو ديتسكي ساعة شو سبورت كومبلكس شو براموشنا سيلز خزر رزواتي شو إيش هذا يجي وكنسل تخلر دخ كنسل هو وخلق دعنا شا خلق خارجن بين خلق ودعنا أيات سير شاش بيلقى بيكن داخل النيابو النياب ده مقلع دعنا ويشوف حسب $1 دير بو لكن اللربة دعوا وكيتش لردو وكيتشي خيردو حمو بعشي داخل النياب ودعنا خيتي شوش دات ونياب ديل دعنا صعبو ده مقلع قرآن سنة شاديش وهو راد يوز لعدان أورانج دان بيمر سنة ديس عام وش كيت وش دان زودري دان تجري دان نسبش دان ده ولا ويحادور دو ويش نس دلش عن. Все бойцы управления Нацгвардии и полиции Чечни оснащены передовым вооружением, и оно постоянно обновляется. Сегодня Рамзан Кадыров подарил военным бронещиты последнего поколения. Они выдерживают огневой удар самых крупных калибров, даже из пулемета. 6 класс, 6А, бронещиты. Самый мощный патрон, пулеметник Б-32 держат, вот автомат, 7Н-39 держат. Еще цул последнее поколение, я углядик щитю. Даже цул, да, цара его попачай, я цул санели. А тем временем завершились соревнования по стрельбе. Первое место буквально завоевали бойцы специального учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБРа «Терек». На второе отстреляла 4-я рота полка полиции специального назначения имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ну а бронза остается за стрелками из базы штаба гарнизона села Цинтарой. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Башар Асад принял в Сирии депутатов Госдумы вместе с членами парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе российских делегатов и Адам Делимханов. Встреча длилась 3 часа. Президент ознакомил делегатов с планами по конституционному процессу в стране. Также высоко оценил роль России в урегулировании сирийского кризиса. Участники встречи признали чеченский опыт борьбы с терроризмом весьма полезным. Сирийские и европейские парламентарии в скором времени посетят и Чечню для обмена опытом, сообщает Адам Делимханов по телефону из Сирии. Президент Сирии Башар Асад встречали, парламент встречали, штаб духовенства, молодежная организация Мусуаур, таш дехбол не набич, доку камелшли, Сирия там долхал из войны масяна худшдос, из Сирии флата на всем почти Ближнем Востоке, Сирии, Ирак, Йемен, Ливии, Мусуметя, шейт наш террорист Олтер. مثلا يوروبيش شيء مش مصمم يعني نادجن وما حاول خذ أخبارش روسيا وهو نوتشي أم دين غلق نوتشل سيسر ده نوتشل أم غلق يتوم وشو بين سيدايا ما شيء مش تيجي ولا شيء مش ديشتك ديلوشتك قد أخوي نوتشي جوا ديلهم هيتمس ده خال عمد هاي ما عندوش ده لازم وبدل تني تلاقينا شوي ناوستي ونياده ويجوا وقتن دوسورت إنسان ويجوا دول حال دول لوشي ده إشتي يوروبي بحكم депутат مش مصو بوليشن نقول ده إنترسون برويز عدل حال ده إذا شنديتشي ده وش شنتريزو شعبور إشتوي بتشار أنا ما تش إنستغرام ده إذا شاشونا بلدات وجو إنترسون ده شين نوتشي شو أستيبنر دنيا شا ثاني متى سهل ده حال ده نوتشي شو دق إذا جو أون قحي جنبه ده إذا شو ركوستو
во главе с президентом страны Рамзаном Ахматовичем республики. Что налажено еще резидуш, еще результат еще больше. Штивой опыт, выехал до того, что хал из Сирии, Кайча, Донецка, даже Европе, терроризм, художественный союз. Хищ бойнах судил, заинтересован сел дел бег, баруштиги, он я шен, хажа шен, тига дектуцик доза, Европарламент дел бехтен был депутат чуш, $6 за церковь заверить надавала, выдолчатов хал направление экономики, спорта, культуры, здравоохранения. Ну, выдолчатов он же интересно, да, чем дальше. Выдолчасан хил темщи, выдолчасан бухен мах юния денбел, юния развитие уж. Вместе куда-нибудь заехала, я тебе темш бил метршка бошта, ты чего, термосуа, мечта, амелскую. В рамках визита делегация побывала и в Алеппо. Гости встретились с губернатором, пообщались с местными жителями и заявили о намерении оказывать им гуманитарную помощь и впредь. Напомню, региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова уже на протяжении длительного времени реализует в Сирии масштабную программу поддержки сирот, строительства детских приютов и восстановления исторической мечети. Они поблагодарили президента фонда Аймани Несиевну за помощь. Мехнан Аману Мессиевна во главе уж от фонда бешбал Бог, так из Индии Бог был годами тяга Ильчин Мишчин и Ульчин Молчин Стею Чуман Сироч Ищер Хашпочтарях бешбал Бог массу президент Асадзан Баркал Богше вой пачана за мачина фонда на парламенте обучар вашу общественную организацию политические разные организации Масара в один голос Богштега, Шахалык дел и Тамбу, Ахмад Хаджи Халтал, Шупачаба Амдош, $6 хал, конец я нистала, гуш ауяц, шугурна остал Ушейн, дештой почек, Саламашалу, шейн депутат Бершит, аха, шей разные политические, общественные, уж Бог, который бушаш ногчичу опыт перенятия, что доча тадр, хал мух, тадр мунистил хауш, и что мусу духу Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных Дню Конституции Чечни. 14 лет назад, после принятия основного документа, в жизни республики начались большие перемены. Первый президент начал свою работу с восстановления различных сфер. Культуре уделялось особое внимание. Это был кропотливый труд. Залина Атаева вспомнила события 14-летней давности. Война, разруха и сложный путь восстановления. Чеченская земля потеряла многое и многих, но не культуру. Сохранить ее в первозданном виде, в котором она была, все-таки удалось. Более того, эта сфера вышла на новый уровень, международный. Наши танцевальные коллективы выступают не только на чеченской и российской сцене, но и во многих других странах мира. За 14 лет построено множество культурных объектов. Уже в 8-й раз мы принимаем международный фестиваль имени Махмуда Эсэмбаева. Свой дом приобрел и ансамбль «Войнах». Чеченский национальный танец – это как визитная карточка. В нем нрав и обычаи народа, его культура и традиции. Чеченским танцам нет равных, говорил в свое время и Ахмат Хаджи Кадыров. Наши чеченские танцы и песни нету равных им нигде. Поэтому я хочу и надеюсь, это будет так, чтобы эти пляски не останавливались больше, чтобы они продолжались. Танец для некоторых не только профессия, но и образ жизни. В семье Тимирхаджиевых танцуют все, в буквальном смысле. И родители, и дети. Гапур и Луиза когда-то вместе выступали в одном коллективе. Сейчас супруг продолжает работу в родном ансамбле, а жена преподает хореографию в колледже и занимается любимым с детства делом – шьет. Сегодня вспоминает тогда, в 2003-м, и подумать не могла, что регион восстановят за такой короткий срок. Когда вот после боевых действий мы вернулись с Нальчика в Грозный, ансамбль наш вернулся, я посмотрела и думала, дай Аллах мне дожить до того времени, когда вот это все восстановит. Ну, думаю, наверное, лет 50, навряд ли это увижу. И когда вот у нас был первый концерт в восстановленном театрально-концертном зале здесь, это для меня было не просто сказка, это, я даже не знаю, это чувство, которое невозможно описать. Ежедневные репетиции, гастроли, физические нагрузки. В свои годы Гапур это преодолевает с легкостью. А все потому, что любит дело всей своей жизни. Выступления в сотни городах и странах и столько же впереди. Так получилось, что это танец стал моей жизнью. Вот и с тех пор я работаю в ансамбле. Планируем вообще-то мы и Азербайджан, Грузию, Армению тоже. Ну, это в общем планах у нас очень много. А где мы не были?
У творческих родителей такие же дети. Все 3 дочери и сын прошли через ансамбль. Сегодня в «Войнахе» танцует только одна – Фатима. Признается, относится отец к ней более строже, чем к остальным. Может, даже среди коллег именно меня выделить: Фатима, ты неправильно делаешь. Строже, чем к остальным относится. Почему-то, мне кажется, он все-таки предвзят относится. Почему он мне так сказал? Я же вроде бы нормально все сделала. Культура обогащается во всех направлениях. Русский драматический театр имени Лермонтова сегодня может представить на своей сцене профессиональные постановки. Чеченские артисты оттачивают актерское мастерство в лучших условиях. Чечня приглашает известных режиссеров и постановщиков. Один из них – Дмитрий Павлов. Сейчас он работает над пьесой Александра Вампилова «Старший сын». Репетиции идут уже 1,5 месяца. Премьера спектакля состоится буквально через несколько дней. Мне нравится ваша республика. Для меня это всегда был, так скажем, не пустой звук. Да? Я счастлив был побывать здесь 3 года назад. И мне очень приятно, что моя дружба как-то творческая продолжается. Я уже не буду говорить, как она растет, и, в общем-то, всегда диву даюсь, что это все человеческие руки могут так сделать. Это театр, такие прекрасные условия, технические, это действительно только поискать можно где-то. Так что все располагает к тому, чтобы творить, работать. Здесь культура богата и наполнена смыслом, будь то танец, песня или свадьба. И даже сценический костюм несет в себе историю. Артисты, врачи, профессора наук, известные политики и просто путешественники. Все они утверждают одно – Чечня возродилась и живет полной жизнью. Вот так развивается народ, когда он хочет развиваться. Как развивается чеченский народ под руководством Рамзана Кадырова, как завещал выдающийся чеченец Ахмад. И я считаю, что все впечатляет абсолютно. То, что я видел своими глазами, блестяще. Танцевальная программа просто великолепна. Наверное, вряд ли найдется где-нибудь еще такие достойные танцевальные коллективы, как здесь. Наверняка они есть, но, может быть, не такого уровня. То, что я видел, это просто очень здорово. Я очень надеюсь, что я непременно к вам еще в гости приеду. То, насколько возродилась Чечня, насколько возродился Грозный, это невероятно не только в пределах России. Мы все говорим о том, что Грозный – это пример для многих российских городов. Это невероятно в пределах мира всего. Такого не бывало нигде и никогда. Поэтому опыт Грозного, восстановления его, и то, что сделал Рамзан Ахматович, это невероятное абсолютно. Это что-то небывалое. Такого нигде просто в мире нет. Времена, когда проводились небольшие концерты в полевых условиях, чтобы хоть как-то вселить ощущение жизни в сердца уставших людей, к счастью, позади. Культура – это только одна из многих сфер, которая динамично развивается после всенародного референдума 2003 года. Это событие стало историческим в жизни чеченцев. Залина Атаева, Шамиль Саламов, Муслим Типаев и Дани Хавхаров. Новости. Массовые субботники близятся к завершению. Жители во всех районах на протяжении месяца приводили в порядок не только заброшенные участки, но и оживленные улицы городов и сел. В этой масштабной уборке приняли участие около 150 тысяч человек. Слово Алхазуру Керимову. Погрузчики, самосвалы, грейдер. Уже 9-й день, как на месте бывшего стадиона имени Орджоникидзе работает тяжелая техника. За это время отсюда вывезено около 1800 кубов мусора. Сотрудники заводской префектуры уже завершают работы. В среднем от 5 до 10, что по-разному. Общенародный субботник охватил все города и села. На очистку вышли тысячи людей. Все организации и ведомства стараются как можно быстрее завершить работы на своих участках. Сму белую духту. Için энергия тигат. Что подстанцишка, что массумехта ремонт щеку. На пересечении улицы Алтайская и Старопромысловского шоссе высадился другой рабочий десант. Сотрудники депутата Горсовета вносят поправки теперь уже в санитарное состояние столицы. Главное оружие – лопата и топор. Если и они бессильны, в ход идет специальная техника. هر участок, да, хотя участок, участок, где дорду, har mellan sig och Iru eller Khuzaa, det står också.
Очистка территории от мусора, обрезка и побелка деревьев. На субботник вышли 50 человек. Активный отдых сопровождается вкусным обедом. Генеральной уборкой на улице Гвардейской заняты сотрудники МЖКХ. Почти закончили покраску газопроводной линии, обновляют ветхий забор. До завершения весеннего субботника, стартовавшего в начале месяца, остается чуть больше недели. В нем уже успели принять участие около 150 тысяч человек. Основные работы по вывозу мусора завершены. Следующий месяц весны республика планирует встретить в обновленном виде. Алхазур Керимов, Юсуп Алханов, Луиза Юнусова. Новости. Председатель парламента вместе с мэром Грозного в рамках инспекции побывали в Старопромысловском районе. Здесь продолжается очистка территории от сухостоя и строительного мусора. Магомед Даудов призвал активизировать деятельность и уделять должное внимание качеству работ. Необходимо рационально распределять силы и средства, чтобы успеть к установленным срокам. Ведь все, кто участвует в субботниках, делают нашу республику чище и красивее, подчеркнул Даудов. Он выразил уверенность, следуя курсу Ахмада Хаджи Кадырова, в республике и впредь будут держать на особом контроле вопрос благоустройства городов и сел. В Грозном открылась клиника для тех, кто нуждается в психосоматической помощи. Новую больницу возглавил доктор медицинских наук профессор Игорь Боев. Для больницы фондом имени Кадырова закуплено новейшее оборудование для всех необходимых исследований. Работать будут как местные, так и приезжие специалисты. Тему продолжит Исмина Гацаева. Значит, это валеоскан, это тоже отечественная разработка. Она позволяет, не делая забора крови, только вешается датчик на палец и получается где-то 80 анализов крови. Здесь установлено все необходимое оборудование для исследования и диагностики самых различных психиатрических и неврологических нарушений. К примеру, этот аппарат, по словам профессора, может выявить даже патологии головного мозга. Мы планируем оказание помощи людям, которые пережили стрессовые состояния, глобальные социальные стрессы, умеренные социальные стрессы, которые перенесли черепно-мозговые травмы, которые пережили нейроинфекцию, нейроинтоксикацию, которые пережили условия информационного воздействия, деструктивного информационного воздействия. Дети, подростки, родители. И главное, что наша помощь это будет комплексная. Это воздействие на тело человека, воздействие на его душу и воздействие на его дух. Стрессы, неврозы, депрессия, синдром хронической усталости – это далеко не полный перечень, как их называют, пограничных расстройств, которые будут лечить в новой клинике. Его открытие позволит пациентам получить квалифицированную консультативную и медицинскую помощь, не выезжая из республики. Я побывал в гостях у профессора Игоря Викторовича Боева в его клинике и был поражен тому, сколько пациентов из нашей республики проходят там лечение. Ко мне подходило много пациентов, сопровождающих, которые приехали, сопровождали этих пациентов на лечение, и всех интересовал один и тот же вопрос. Вопрос и просьба, когда у нас в республике откроется такая клиника, чтобы можно было, не выезжая за пределы. Эта ситуация была доведена до главы республики, и вот им принято решение, а мы его реализовали, о создании такой клиники у нас в республике. 5 этажей, десятки палат, 20-местный стационар, психотерапевтическое отделение, оснащенное по последнему слову техники. От психоневрологов до эндокринологов здесь будут работать в основном местные врачи, которые уже проходят обучение в Ставропольском государственном медицинском университете. Создание клиник стало возможным благодаря финансовой помощи регионального общественного фонда имени нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Игорь Викторович, ваша поддержка и содействие позволили нам за короткий срок реализовать этот проект. Я знаю, что вы и ваши коллеги займутся подготовкой специалистов для работы в клинике. Это большой вклад в развитие нашей медицины. Единственная проблема, по словам специалистов, многие люди оттягивают поход к врачу или еще хуже, психические проблемы не считают причиной для обращения за профессиональной помощью. Зачастую симптомы, которые для многих становятся нормой, могут сильно сказаться на психическом и физическом здоровье человека. О том, с какими симптомами к нам может обратиться человек, их можно перечислять бесконечно. В первом месте, конечно же, хроническая бессонница, какие-либо страхи, навязчивые страхи, навязчивые мысли. Например, человек постоянно думает, что случится что-то плохое, различные фобии. Плюс мы еще занимаемся лечением расстройства пищевого поведения. Это
повышение аппетита и также отказ от еды – это анорексия. Решение открыть клинику пограничных состояний в Грозном принято не случайно. Жители региона пережили немало стрессовых ситуаций. Клиника будет тесно взаимодействовать и с Центром исламской медицины. Если у пациентов богословы не выявили болезни, которые можно вылечить по сунне, то их будут направлять к специалистам клиники пограничных состояний. Человек обратился в исламский центр и не обнаружил проблем, который бы мог вылечить именно богослов-целитель, он идет к врачам. То есть, и чтобы он не покидал предел республики, то есть недалеко, мы даже друг от друга расположены, два центра, человек обратится сюда и будет за профессиональной медицинской помощью может обратиться сюда. И наоборот, прежде чем начать его лечить лекарством или прибегать к методам психиатрии, психотерапии, человек здесь же продиагностирует, если будет выявлено какие-то симптомы проявления джинна, порчи, сглаза, то этот человек будет направлен в исламский центр. Услуги медицинского учреждения платные, однако тарифы будут установлены, учитывая платежеспособность людей. И по словам министра здравоохранения, речь идет о доступных ценах. В дальнейшем планируется проводить лечение и по обязательному медицинскому страхованию. Ясмина Гацаева, Расул Арцухаев, Луиза Юнусова. Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из торговых центров столицы. Это были учения, в которых задействовали 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. По легенде, задача перед ними стояла непростая. Тем не менее, спасатели показали слаженную и оперативную работу. Мой коллега Юсуп Каимов продолжит тему. По легенде, сегодня возгорание произошло в торговом центре «Минутка». Правильная расстановка сил и средств. У спасателей каждая секунда на счету, ведь на кону может быть и чья-то жизнь. Цель учения – отработка методов тушения пожара в торговом центре с массовым скоплением людей. Обычно в таких местах люди быстро впадают в панику и создают хаос. Спасателям нужно действовать быстро и слаженно. У них есть всего несколько минут, чтобы найти и вывести из здания человека. А на улице их уже встречает машина скорой помощи. Промочить любую ткань и дышать через нее, наклониться вниз, чтобы не удавиться угарным газом. Маленькие, но очень важные советы, которые помогут спасти нам жизнь. Но самое главное в таких ситуациях довериться профессионалам, пожарным и медикам. На данных учениях отрабатывались действия рабочего персонала торгового центра, а также совершенствовались навыки тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Проблемных вопросов нет, сил и средств достаточно. Подобные учения регулярно проходят в местах скопления людей. В основном это торговые центры, больницы, госучреждения. Тренинги позволяют не только совершенствовать навыки спасателей, но и учат население, как вести себя в случае ЧП. Юсуп Каимов, Расул Арцухаев. Новости. Игры, сладости, новые игрушки и одежда. Так свой день провели дети из малоимущих семей Октябрьского района. Для 3 семей была подготовлена специальная развлекательная программа в рамках проекта фонда имени Ахмата Кадырова «Еще одна мечта». В течение нескольких лет фонд помогает и радует детей со всего региона. Слово Луизе Баснукаевой. Горки, батуты, качели. Для детей из малоимущих семей собраться всем вместе большой праздник. И в торгово-развлекательном центре «Минутка» для всех этих 16 ребят нашлось развлечение. Дети играли в различные игры и знакомились друг с другом. Ведь многодетным мамам и папам редко удается выбраться куда-нибудь и порадовать ребят. После обеда детей ждали подарки. В основном это игрушки и одежда. Это не только обрадовало ребят, но и надолго зарядило положительными эмоциями. Региональный общественный фонд имени Кадырова ежедневно устраивает такие праздники для детей. Впереди новые подарки и новые семьи. Луиза Баснукаева, Булат Баканаев. Новости. Молодые изобретатели. В Грозном наградили победителей и призеров Всероссийского робототехнического фестиваля и республиканского конкурса научно-технического творчества. Он называется «Юные техники. Будущее инновационной России». Первый прошел в Москве. Участие принимали ученики детского грозненского технопарка «Кванториум». Ребята вошли в 5 лучших изобретателей. На церемонии награждения побывала Лариса Джабраилова.
Более 100 проектов, самолетов, кораблей и автомобилей. Участники решили использовать все свои возможности, чтобы удивить зрителей. Большинство ребят занимаются проектированием уже несколько лет, есть и награды. Изобретение с каждым разом становится все интереснее и сложнее. Выявляем талантливых детей со всех муниципальных районов. Приглашаем их со своими новыми идеями. Создан у нас такой независимый контингент жюри, которые приглашены с разных учреждений, организаций, которые действительно являются специалистами в тех или иных направлениях, которые представлены у нас в конкурсе. В январе этого года в Чечне начал работать детский технопарк. Он находится на территории Грозненской математической школы и рассчитан на 800 детей. Ученики Кванториума представили нашу республику на ежегодном всероссийском робототехническом фестивале «Робофест» в Москве. Были 3 номинации. В первой номинации я занял 3-е место. Мы должны были проводить препятствия через чекпоинты. Когда прошел все эти чекпоинты, мне сказали, за 25 секунд это лучший результат. В этом году Робофест собрал в Москве более 500 команд из всех регионов России. В 5 лучших изобретателей страны вошел и Тимофей Напольников. Своего робота он изобрел за 2 недели. Я начал заниматься робототехникой 2 года назад. Начал им заниматься, потому что я перешел в эту школу. От самого открытия этой школы я занимаюсь робототехникой. Я повез робота, который должен был перекидывать объекты на вражескую территорию. Эти объекты были звездочки и кубики. Награждение призеров и победителей 2 конкурсов в этом году приурочили ко Дню Конституции. Ребята получили грамоты и ценные призы из рук министра образования Чеченской Республики. Педагоги уверены, с каждым таким конкурсом растет престиж инженерных и научных профессий. И, быть может, уже в недалеком будущем эти изобретения будут использовать в науке и в быту во всем мире. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Юсуп Успанов. Новости. Бойцы клуба «Ахмат» готовятся к турниру WFCA 35. Сейчас у спортсменов проходит усиленная тренировка. Напомню, в главном бою вечера в октагон выйдет Хусейн Халиев против бразильца Валмира Лазара. Тренировку бойцов увидел наш корреспондент. Отработка ударов, силовые нагрузки в усиленном темпе. Спортсмены клуба «Ахмат» активно готовятся к предстоящему бойцовскому вечеру Лиги WFCA. На этот раз состязания пройдут в столице Казахстана. Сейчас бойцы занимаются развитием техники и выносливости. Хорошая подготовка оправдывается уже на ринге. Человек дик форме, дик настрою, бойцовщий. Человек настроен на победу, это Уламбах. Войсан, Кахега. Тренировка, сборща, методия, я сам дик условишь, уже массара признательный, жду. Имена соперников уже известны. Спортсмены на заключительном этапе подготовки. Уже пару недель так называемая сгонка веса. Процесс ответственный и требует особого внимания, так как любая ошибка может отразиться на здоровье спортсмена. Основной нагрузка шахмат хранит визгон даюлела, делает на пока доклик даютчами. Цатрами очень шахмат шу сбор. Соперник Масид Бой Генесуна под него бобя что. В главном бою вечера в октагон выйдет боец клуба «Ахмат» Хусейн Халиев против известного бразильского спортсмена Валмира Лазаро. До начала турнира остается чуть больше недели. Спортсмены достигли пика формы и, как всегда, обещают показать зрелищное шоу. Уже скоро наши спортсмены вылетят в Казахстан. За сутки до самого чемпионата пройдет торжественная церемония взвешивания. Мусамедио, Зубайр Исаев. Новости. В спорткомплексе «Олимпийск» прошло первенство республики по волейболу, приуроченное к 14-й годовщине Конституции Чечни. Соревнования проходили среди команд до 16 лет. Победителя этого турнира представит наш регион на первенстве СКФО. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Им от 14 до 16 лет, и каждый хочет дорасти до главной команды республики. В этом году в первенстве принимают участие 11 коллективов. По словам вице-президента Федерации, сейчас выросло не только количество участников, но и уровень профессионализма. На Жиротовском районе, как мы знаем, массовый волейбол постоянно был сильный. И у них постоянно участвуют команды на любых соревнованиях по волейболу. Так, в этом году еще подключился Щелковской район. Ребята нагайцы приехали и отыграли великолепно, просто чуть-чуть не повезло. На Теречного района 2 команды, Улус-Мартановского района 2 команды, Ачхой-Мартановский район. И надеемся в дальнейшем, что еще Лигу Дурмец подключится.
В финал вышли 3 команды. Он по круговой системе, то есть каждый клуб играл по 2 матча. По одному матчу у волейболистов Нателичного района выиграли волейболисты из Грозного и Ножа-Юрта. В итоге именно в противостоянии 2 последних школ решалась судьба чемпионского титула. Что называется, на бумаге фаворитами считались столичные волейболисты. Тренер даже не сомневался, что его подопечные добьются успеха и уже поставил задачу перед игроками на первенство СКФО. Надеемся выступить хотя бы в 5, но задача всегда стоит призовые места занять, потому что ребята вот только недавно начали заниматься волейболом. Есть год, которые начали, и есть полгода. Вот именно для спортивных соревнований это очень малый срок, то есть нет опыта подготовки. Это будет у них первый выезд за пределы нашей республики. Готовы, сейчас намерены выиграть, да, Алмула. Всегда нацелены на победу. Пополнить свой трофейный зал заветным чемпионским кубком хотели и волейболисты из Ножа-Юрта. И уже в первой партии они доказали, что их рано списывать со счетов. Вторая выдалась еще более напряженной. Команда из Грозного собралась и начала доказывать свой статус фаворита. Но на весь сет их не хватило. Игра была равной вплоть до счета 20-20. Ножа-Юртовский коллектив завершил второй отрезок также в свою пользу. Выиграв 2 партии, они оформили чемпионство. Капитан команды Абдулмалик Аюбов уверен, что за пределами республики они также смогут добиться успеха. Я тренируюсь 5 лет уже. Наш тренер Аюбов Зубайр Леидович. Мы в неделю 3 дня играем. Мы долго тренировались дома, и мы не могли проиграть. Теперь волейболистам из Ножа-Юрта придется бороться за кубок СКФО. Первенство пройдет в конце апреля в Георгиевске. Артур Хункурханов, Иса Адалаев. Новости. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до свидания.